Таджикские мигранты, работающие на восстановительных работах в захваченном Россией Мариуполе, заявили, что работодатели не выплачивают им обещанной зарплаты. Многие из мигрантов работают в разрушенном городе с октября-ноября прошлого года. Об этом сообщает Азади. По словам одного из таджикских мигрантов, Сафар Али, обещанной зарплаты не получили около 300 человек. Работодатели пообещали платить до 120 тысяч рублей в месяц. Первые месяцы нам платили меньше половины обещанной суммы, рассказал он. Это не единственный случай, когда российские строительные компании привлекают мигрантов из Центральной Азии к различным видам работ на захваченных в ходе текущей войны территории Украины. Кыргызское издание «Клоп» опубликовало собственное расследование, где сообщается о мигрантах из Кыргызстана, которым также не выплатили обещанные деньги. Издание опубликовало видео, полученное от своего источника, который утверждает, что видео снято на захваченной территории Украины. На видео, в поле, где слышен свист ветра, сидят на бревнах мужчины в синей униформе и камуфляже. Вокруг кучи грунта и свежевскопанная земля. Снимающий видео человек на кыргызском языке бодро предлагает остальным дать репортаж. Таким образом, Россия не только насильно использует трудовых мигрантов на передовой в военных действиях, но и привлекает их для работ по восстановлению разрушенных городов Украины, которые находятся под контролем россиян. Откуда? Узбекистан. Узбекистан. Узбекистан.